Мама, что ты здесь делаешь? Что случилось? Почему пришла сюда? Сынок, хотела приготовить еду. Дверь кухни закрыта. Не смогла открыть. Я проголодалась. Хотела покушать что-нибудь. Тихо, мама, тихо. Ты что, пришла сюда, чтобы меня опозорить? Как я могу тебя опозорить, сынок? Я не знаю, куда ушла Назри. Что-то она говорила, но я ничего не поняла. Идем, открой дверь. Мама, хватит. Иди отсюда, иди. Что это за слова, сынок? Давай, убирайся. У меня нет времени на тебя. Иди отсюда, спускайся вниз. Эти попрошайки никак не оставляют в покое. Еще что-нибудь хотели? Спасибо, спасибо. Тетя, у вас все хорошо? Хорошо, хорошо. Немного голова закружилась. Пойду к себе домой. Спасибо. Не за что. Так больше не должно продолжаться. Я создаю условия для своих дел, а она приходит как попрошайка и все портит. Что они подумают обо мне? Ты не можешь посмотреть за одной женщиной. Нет никакого дела до нее. Сам привел ее, сам и смотри. О, Аллах, никакого спокойствия дома. Вы правы, так не должно продолжаться. Пусть каждый будет у себя дома. Уже несколько раз мы это слышим. Ты еще увидишь. Я выгоню ее из дома. Я это сделаю. Посмотрим. Я много раз это слышала. На этот раз я серьезно говорю. Ты еще увидишь. Мама! Мама! Придет время, ты тоже поймешь меня. Я хочу, чтобы Аллах показал тебе, чтобы твой сын тоже поступил с тобой таким образом, чтобы ты понял, как трудно воспринимается неуважение детей. Знаешь, мы уже давно так спокойно не кушали. Пожалуйста, дорогой. Идем, сынок, а то еда остынет. Где бабушка? Она заболела. Несколько дней будет у себя дома. Мама, мама, что с тобой, мама? Что случилось? Мама, ты слышишь меня? Потерпи, потерпи. Я сейчас приду, потерпи немного. Мы сбили ей давление,
но на некоторое время вам нужно уложить ее в городской больнице. К сожалению, у нас здесь нет специалистов. У нее повышенный сахар и давление, и еще больное сердце. Я желаю ей скорейшего выздоровления. Спасибо, доктор Саид. Да не за что. Мама, зачем ты пришла в этот старый дом? А если бы я не пришел? Так получилось, сынок. Ты когда пришел туда? Я даже не знала, что ты пришел. Беспокоился о вас. Позвонил брату. Он сказал, я не знаю, где она. Вышла и не вернулась. Мама, ты почему уехала? Сынок, не спрашивай меня. Я пойду попрошу у брата машину, пока врачи не закончили. Сынок, я прошу тебя, не иди. У меня все хорошо. В другой раз вместе пойдем. Мама, ты что-то от меня скрываешь. Говори, говори. Что сделал мой брат? Ты что, ходил к нему? Лучше бы не ходил к нему. Оставь его, мама. Он в таком состоянии, в котором не различает, где хорошее, а где плохое. Как бы там ни было, я тебя больше одну дома не оставлю. Мама, приготовься, мы поедем в город. Да одарит тебя Аллах благом, сынок. Да одарит тебя Аллах в раю самым лучшим местом, сынок. Да одарит меня Аллах силой помогать тебе. О, мама! Я не вынесу этого. Я не вынесу этого. Я не вынесу. Хватит, хватит. Я не вынесу этого. Хватит. О, Аллах, прости меня. Я не вынесу этого. Я не вынесу этого. О, мама, хватит. О, Аллах, прости меня. Я не вынесу этого. Я не вынесу этого. Это был сон. О, моя спина, спина! Назри! Что случилось? Все хорошо? Моя спина, Назри! Что с тобой случилось? Подожди, позову скорую. Назри, Назри! Моя спина! Добро пожаловать, сынок. Спасибо, мама. Как у тебя дела? Да одарит тебя Аллах благом. Лекарства помогли, у меня все хорошо. А как у тебя? Больше никуда не поеду зарабатывать. Буду работать здесь. Хвала Аллаху, хвала Аллаху. Мама, я на рынке встретил Фарука, что Салиму стало плохо, и его уложили в больницу. У него сорвался позвоночник.
Как у него состояние? О Аллах! Ниже пояса не работает. Назри, Назри, Назри! Сынок Фарук, идем! Ты помоги мне! Уф, что он хочет от меня? Сынок, ты не слышишь? Отец тебя У зовет. меня хватает своих проблем. На него нет времени. А у меня есть? Не видишь, с утра до вечера я бегаю. Держи. Что у тебя за проблемы? Назри! Назри! Тесть в селе, мне нужно поехать к нему. Ох, и это все до свадьбы. Иду. Иду. Фарук, перед уходом помоги. Уф, принести, унести. Я устал. Мне надо идти. Я же одна не смогу. Идем, помоги. Какая мне польза от вас? Потерпи. Я придумаю что-нибудь. Хватит. Я не вынесу это. Я не вынесу эти сны. Хватит. Я не вынесу это. Успокойся, все будет хорошо. Успокойся. Я не вынесу эти сны. Хватит. Ты стой и смотри, не помогай. Без меня привыкните жить, вам будет лучше. Это еще что за слова? Мы с Салимой решили, что уедем с ее отцом в Анкару и сыграем свадьбу там. Что? Что мне, всю жизнь служить вам? Салима тоже не хочет быть здесь служанкой. И она говорит правильно. Ты понимаешь, что говоришь? А нам что делать? Ты не видишь, в каком состоянии твой отец? Кроме тебя, у нас никого нет. Скажи, что ты пошутил. Скажи, что ты никуда не поедешь, сынок. Зачем много разговаривать? Нет, не будет, как ты говоришь. Сынок, тебе не жалко отца? Оставив его в таком положении, кто будет вести работу? Я все сказал. Я поехал. Мне надо ехать. Я уезжаю. Вернись! Что только я для тебя не сделала. Так ты нам отвечаешь, да? Я довел его до такого состояния, чтобы смотреть за ним. На кого ты похож? Разве тебе не жалко парализованного отца? Но я не могу разрушать свою жизнь из-за вас. Не могла тихо сидеть. Что, нужно было показать свое бескультурье? Пока все гости не уйдут отсюда, не выходи. Брат, она наша мать. Важнее этого для нас ничего нет. Мы же должны ей помогать. Помогая ей, я не могу разрушать свою жизнь. Мама, прости меня. Как я мог так поступить? Почему я об этом не подумал? О Аллах, прости меня. Я совершил большой грех и получил за это. Но моего сына не наказывай. Спаси его от ошибок. О Аллах, спаси его. Мама, прости меня.
Уважаемые телезрители, рай под ногами матерей. Те, которые радуют матерей и получают от них хорошие мольбы, в этом мире и в другом мире будут счастливыми. Но те, которые наоборот получают от них плохие молитвы, затрудняют себе жизнь и поменяют рай на адское пламя. Уважаемые телезрители, тем, кто плохо относится к родителям, самим будет плохо в этой жизни. Но те, кто находится сейчас в этом грехе, имеют возможность одуматься и остановиться. Да, уважаемые телезрители, вот и закончилась еще одна серия. Удивительные истории вашей жизни